Вот такой боли открытой нету, и все время какое-то давление на тебя организма. Вот ты лежишь, понимаешь, вот так лежишь, сутки лежишь, вторые, неделя проходит, лежишь, и ты думаешь, ну хоть бы 1 час сейчас отдохнуть бы от нее. Вот так вспоминает свою борьбу с ковидом Тамерлан Аушев. Делится: зять заразил дочь, дочь приехала в гости и привезли болезнь с собой. Так все началось. В больницу он попал в июле этого года. Прежде чем оказаться там, 8 дней занимался самолечением. Думал, обычная простуда. Принимал антибиотики, которые вовсе нельзя было пить. Я-то лечил грипп, она-то была лечить вирусную болезнь. Это самая большая ошибка, когда люди в первую очередь допускают. В больнице подтвердили поражение легких больше 40%. Тамерлану ставили дорогие капельницы. Всего пришлось провести в НРБ 16 дней. У нас 4 в палате лежало. Они быстро начинают бегать, там звать врачей, и сразу терапия приводит меня в чувство. Я просто отключался, потому что дыхание пропадало. Я задыхаться начинал. Я вот пытаюсь вдохнуть, не могу. С тех пор, как Тамерлан выписался из больницы, прошло чуть больше 3 месяцев. Правда, борьба за здоровье не ограничилась только ковидом. Позже ему пришлось столкнуться с постковидным синдромом. Организм стал еще более уязвимым. Продолжает пить лекарства. Очень долго после коронавируса у Тамерлана не проходила одышка. Она, кстати, может быть как истинная, так и ложная. Первая связана с легочной дыхательной недостаточностью, вторая – с субъективным восприятием пациента. В рамках дыхательной недостаточности пациентам обычно сложнее всего сделать выдох. До сих пор я пью лекарства, и постоянно я успеваю заболевать простудными болезнями. Вот первую неделю, когда я выписался, я опять простыл. Воспаление. Потому что просто даже теплый воздух, который я вдыхал, он мне осложнение дал. Опять уколы дома лежал уже на этот раз. И разов 6-7 я умудрился простыть. Жалобы на здоровье после выздоровления от COVID-19 появляются у большинства пациентов. От выпадения волос до тромбоза. Вызываемые последствия пока еще не до конца изучены. Постковидный синдром даже внесли в международную классификацию болезней. Врачи признают, это заболевание мультисистемное и может задеть любой орган. Усталость даже при небольшой нагрузке, одышка и сухой кашель, боли в суставах наблюдаются непродолжительное время. К долгосрочным последствиям относятся потеря обоняния и вкуса, периодические головные и мышечные боли, ухудшение состояния волос и кожи и дальше по списку. Патогенез постковидного синдрома, он проявляется тем, что образуются микротромбы и нарушение происходит микроциркуляции. Вот. Вообще сам нерв, он тропен как к сосудистым стенкам, то есть имеет контакт с сосудистыми стенками, так и с центральной нервной системой. При повреждении сосудистых стенок проявляются изменения уже со стороны сосудистой системы, и не только в нее. Специалисты приходят к выводу: в первую очередь страдает нервная система, снижение памяти, концентрации и внимания, головные боли, боли в мышцах и суставах, ощущение онемения в конечностях, головокружение, тревога, раздражительность, чувство комка в горле, бессонница. Вот неполный список жалоб переболевших коронавирусом, с которыми обращаются к неврологу. По мнению врачей, это состояние не связано с поражением головного мозга, но это тоже последствия болезни, и влияние ее может быть разным. В период даже проведения их лечения некоторых мы лечим сразу антидепрессантами. Там длительного действия это от 3 до 6 месяцев мы им назначаем. А дальше мы рекомендуем опять же образ жизни уже. То есть им нужно быть, это правильное питание, это какой-то занятый образ жизни. Лечебную физкультуру мы очень часто рекомендуем. И, конечно же, в первую очередь это сон. То есть если идет нормализация сна, то остальное как бы тоже само собой разрабатывается. А вот депрессии, по словам невролога, бывают даже после самого легкого течения ковида. Как правило, люди сталкиваются с тревогами и паникой. И если эти симптомы долго не лечить, можно прийти к депрессивному состоянию. Больше там идет как бы и внушение. Больные, они сами себе даже могут там выставлять диагнозы, могут начать лечить себя. Даже вот до обращения к нам есть такие пациенты, которые уже начали принимать антидепрессанты. Ковид обладает нейротоксичностью, нарушает моторные и сенсорные функции, влияет на тактильную и болевую чувствительность, повреждает жизненно важные механизмы – дыхательную, кровеносную и пищеварительную. А человек, имеющий хронические заболевания, вирус делает течение большинства из них тяжелым. Очень часто приходят пациенты с жалобами, что вот у нас сохраняется температура 37,
что-нибудь сделайте, вы начинаете им объяснять, что это постковидный синдром, и тут практически просто смириться и переждать. Чем человек может себе помочь, это дыхательная гимнастика, вообще физическая активность и различные витамины. Особенно акцент делайте на витамин D, С, препарат с содержанием цинка и селена. Пока только подпитка организма и все. Прежде чем приступить к приему, необходимо сдать анализ крови и проверить наличие витаминов в организме. Одного чудо-средства от постковида нет. Лечение для каждого пациента индивидуально. Все зависит от того, как переболел человек, какой был штамм короны. Вполне возможно, что одному переболевшему придется обратиться сразу к нескольким врачам, от пульмонологов до трихологов и психиатров. После того, как он переболел, замеряет, смотрит свои антитела, через 6 месяцев человек должен подойти на прививку от ковида. Вакцинируетесь, опять на протяжении 6 месяцев опять наблюдайте свои антитела. Для всех переболевших в стране сейчас действует углубленная диспансеризация. Врачи напоминают, даже если вышеперечисленных жалоб нет, стоит посетить врача с целью профилактики. Несмотря на огромное количество негативных последствий, некоторые пациенты, как правило, тяжело переболевшие, все же нашли в COVID-19 плюсы. Если у человека немного голова дружит с его телом, он начнет понимать, что, оказывается, все, что он ценил, это не имеет ценности. Ценность имеет твоя жизнь. Диана Дударова, Магомед Дидигов. Новости 24.